межрегиональных, международных конкурсах. Как только родился этот ансамбль, они с тех пор успешно работают. И ансамбль открывает свое выступление произведением Татьяны Федоровны Шалкиной. «Праздник степи». Оян хал өскен ол жерлерде, зарастяк тәлика.
Павел Ким, Давиде.
Геннадия Колмакова. Слова Николая Доможакова. Тарина. Азачарова. Слова Андрея Азачарова. Хубак-пю. Потомки белой волчицы. Поскольку он является у вас сюрпризом, ансамбль самостоятельно выучили, разобрали алтайскую народную мелодию. Сегодня Мария Сергеевна для нас подарок.
принимаете. Очень рада, что мы подружились, но действительно подружились. Я смотрю и слушаю, какие они молодцы. Оказывается, что умеют самостоятельно работать. Это меня решает. Ансамбль Черкес нашим любимым Тахпахом. Ай, ты!
Николаевна Чаптыкова. Директор, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Вячеслав Геннадьевич Инкижетов. Ансамбль «Хансы» Татьяна Майданашева, Ирина Ткачева. Народная артистка Республики Хакасия Нина Идемешева. Заслуженный артист России Евгений Урубашев. Поздравляем вас с замечательным юбилеем. Желаю вам здоровья, творческих успехов, чтобы вы дальше также замечательно создавали коллективы и воспитывали огромное количество детей, которые нам очень нужны в нашей Хакасии, которые будут нести хакасскую культуру, развивать и традиции и так далее. Спасибо вам большое. В первую очередь здоровья вам. Мы вас очень любим и поздравляем с юбилеем. С филармонией. Как они украсили оперу «Чанархоз», забыли, так сказать. Я хочу добавить, что у нас на сцене присутствуют девушки, это ученицы Марии Сергеевны по классу дирижирования. Вы, наверное, забыли, да, Мария Сергеевна? Я вам напоминаю, что это тоже ваши ученицы. А я на непонятном для вас языке сейчас скажу. Ана Мария Сергеевна хастарым бекузы. Вот эсереге узак шас берсин. Хачандар, антар шухшурмен. Антар. Вообще-то я думала, ей 55 лет. Оказывается, она моложе еще. А вот без этой песни невозможно характеризовать Марию Сергеевну, поскольку она родилась у подножия Ашсабас. Я работала с братом Александром Сергеевичем в школе общеобразовательной. Он уроки музыки вел, а я литературу, русский язык и так далее. И у нас, я сама из Таштымского района, какого Таданова не встретишь, да? Я помню, Гриша Таданов Челанов жил. Дмитрия Таданова я знал. Всех мальчишек знаю. Вы знаете, они гармошку возьмут, вот гармошка сразу возьмет в руки, она начинает и плакать, и смеяться, и радоваться. У них играла эта гармония. Это такие талантливые люди, не только трудолюбием они берут, они просто талантливые. Тадановы из Таштымского района. Геннадий Николаевич. Я первый раз здесь выступаю. Алла Джамсарина, Сергей Сергеевич. Thank you.
что все сказали. Вот это напоследок хотел оставить. Но мы присоединяемся ко всем поздравлениям, Сергей. Вас поздравляю этим замечательным днем, вашим юбилеем. Прекрасное новое вот поколение, сегодня слушали, я на конкурсе слушал, приятно вот воспитали, научили вот, новое поколение. Сейчас вспоминаю 15 хотя лет назад у нас еще так не играли. Поэтому я тоже преподаю в школе искусств национальной. Вот, и знаю, что такое труд педагога. Огромную работу вы сделали. И вам дальнейших творческих успехов, главное здоровья. Сегодня нужно сказать, что у вас большая энергетика, чтобы эта сила не иссякала у вас. Вот. А мы, да, вот когда-то ваши тоже ученики закончили по классу Татьяна Майнагаша и Вера Баргаякова, и я, кстати, тоже по классу дирижирования и инструментовки. Вот. И получается, мы до сих пор делаем инструментовки, иногда сочиняем музыку. Вот. Но, скажу, дирижирование я проходил такой 87 год, прошло уже 30 лет. И вы до сих пор вот такое новое поколение вот, учите, взращиваете. Огромное вам спасибо. И мы хотели вам исполнить Нахпах. Көңілдерін дуық ашықшақ жүрзін, қасықтар бек болзын, жұтты шолын ақ болзын.
чистого сердца. Здравствуйте. Низкий вам поклон. Спасибо. Наконец-то выдался случай выразить благодарность, Мария Сергеевна. Никогда не приходилось, наверное, мы исправляли юбилей, как-то не приходилось. Выразить слова благодарности за то, что вы выучили, за то, что воспитали, за то, что научили быть трудолюбивой. Говорят, что вы заражаете успехом. Успехом просто так заразить невозможно, если не научишь трудиться. Я всегда музыкантов сравниваю со спортсменами. Спортсмен не потренировался, да, не выйдет с соревнованием. А музыканты, которые там некоторое время не позанимались, никаких конкурсов, никаких экзаменов не может быть. Поэтому что спорт, что музыканты постоянно должны трудиться, постоянно. Мария Сергеевна, всяких вам благ земных, будьте здоровы, будьте оптимистичны, ну какая вы есть, да, и очень талантливых, еще умных, целеустремленных детей, которые хотят стать музыкантами. Всех благ вам. Будьте здоровы. А вы всегда выглядите одного Дорогая Мария Сергеевна, хочу поблагодарить вас, я же ваш ученик, именно по специализации добра. Да, что, ну вот здесь просто обозначить, что есть по дирижированию, там дирижирование это бывает там, по-моему, сколько там, недолго, а по специальности это все 4 года я обучался у Марии Сергеевны, так что большое вам спасибо. Сегодня на концерте я еще раз увидел, что значимость Марии Сергеевны, потому что посмотрите, что у нее уже сейчас вот здесь появились и маленькие ученики, ансамбль Чертыс, это вот где-то 3 года назад я увидел, да, вот, ансамбль, да. Сейчас, да, учеников становится все больше и больше, и к тому же еще оркестр, то есть это очень ваша заслуга, так что это очень хорошо. Я хочу от имени мастеров инструментной акации сделать подарок. Не хватает инструмента. Это смычковый инструмент, сейчас я вам покажу. Добрый вечер. Вот мне для начала хочется сказать и отметить действительно необыкновенный талант Марии Сергеевны. Мы с оркестром в течение вот апреля несколько раз были в Таштырском районе, и просто поражает красота Таштырского района. Как подъезжаешь, что вот те белые вершины, которые поются в наших парках, это как раз невозможно понять, о чем идет речь, пока ты не увидишь это воочию. И Таштырская земля, она необыкновенно богата на таланты. И действительно, вот Мария Сергеевна и вся ее семья, все братья, они необыкновенно талантливы музыкально. Это просто дорогого стоит, действительно. Это заслуживает отдельных аплодисментов. И сегодня звучат разные цифры, даты. Я тоже посчитала, сколько мы с Марией Сергеевной уже вместе живем, работаем, дружим и просто живем одной семьей. И выяснилось, что уже 33 года назад судьба в лице Любови Иосифовны Алешиной свела нас
да, потому что не хотела я идти в музыкальную школу, и Петюсина очень настаивала и привела меня сразу в класс Марии Сергеевны. И я очень благодарна Петюсине за то, что именно к Марии Сергеевне я попала, потому что все эти годы, под руководством Марии Сергеевны я закончила музыкальную школу с отличием, училище с красным дипломом. Мы 9 лет я являлась ученицей, и потом в течение всех этих лет я остаюсь ученицей. И всегда могу рассчитывать на помощь Марии Сергеевны. Абсолютно наши судьбы настолько переплетены, и тесно мы просто и семьями дружим. Вот надо сказать, Мария Сергеевна, будучи в декретном отпуске, когда я была еще ученицей музыкальной школы, она продолжала нас учить. И мы приходили домой и с Натальей нянчила с самого рождения. Сейчас смотрю, такая красавица уже, и взрослая девица, и даже не верится, что столько лет уже прошло. И когда я пошла уже в декретный отпуск, я только Марии Сергеевне могла свой оркестр доверить. И Мария Сергеевна, несмотря на все сложности и ее занятость, она, спасибо большое, не дала пропасть делу. И продолжила, и все подхватила. Это просто я прекрасно знаю, насколько это было сложно. Но я еще раз говорю спасибо им за это. Просто по-человечески, Мария Сергеевна, у нее огромное количество учеников и забот, и всяких разных проблем в жизни тоже возникает. Никогда Мария Сергеевна не забывает о моем личном дне рождения, честное слово. Мне, как всегда, поздравляют, это поразительно, насколько человеческие качества, и в этом я тоже учусь, Мария Сергеевна, как нужно общаться со своими учениками, какими качествами педагог должен обладать. Это пример, это самый главный. И просто, когда мой ребенок, мне было сложно, пока у меня ребенок был маленький совсем, Мария Сергеевна всегда рядом. В числе самых близких людей это тоже очень показательно. И профессиональные все навыки, все, что мне дала Мария Сергеевна, разумеется, это отдельное спасибо. Я не устаю благодарить своего педагога. Я всякий раз прославляю своего педагога, привожу в пример. Для меня, например, и для своих учеников я тоже привожу в пример всякий раз своего педагога. Поэтому сегодняшний праздничный день позвольте преподнести вам этот скромный букет. Еще раз благодарю. На правах самых младших выпускников, тут по существу говорить просто, уважаемая, милая, замечательная, необыкновенная Мария Сергеевна, с юбилеем вас. Я очень рада, что вы были моим преподавателем, наставником. Мария Сергеевна, она, тоже хочу сказать, Мария Сергеевна, она не только хороший преподаватель, она замечательный психолог. Она научила не только нас играть на инструментах, дирижировать, она научила нас еще и идти по жизни. Этим качествам, которые мы сейчас... Я думаю, что все ученики у Марии Сергеевны, они в жизни пойдут очень уверенно, стабильно, и, знаете, эти качества, ответственность, работоспособность, она у всех присутствует. И этому доказательство то, что сейчас ко мне в школу в прошлом году пришла ученица тоже Марии Сергеевны, Тарина Аркадьевна, по национальному инструменту. Мне надо было найти замену, и поэтому Мария Сергеевна порекомендовала. Но если это ученик Марии Сергеевны, то я уверена на 100%, что он будет очень хорошим работником. И еще у Марии Сергеевны есть такое особенное качество. Это быстро говорить. Знаете почему? Я сейчас поняла, только сегодня поняла, быстро говорить, потому что она живет по расписанию. Вот и все. Ей некогда распылять свое время на всю остальную болтовню. Вот так вот. И это там суть того, что она хочет сказать. И ничего лишнего абсолютно. И поэтому, Мария Сергеевна, я очень рада, что я училась у вас, что вы дали нам дорогу в жизнь, что вы такой просто замечательный.
Она еще не только успевает работать в 3 учреждениях, она еще успевает побывать в жюри у нас. Так как она не может быть в жюри межрегиональных наших конкурсов, которые проводит Министерство культуры, потому что не ученики выступают. Поэтому мы ее приглашаем к себе в качестве председателя жюри. И знаете, очень председатель такой надежный, справедливый. И наши ученики, когда идут ступенька с районного конкурса на республиканский, они, соответственно, хоть по крайней мере идут на уровне с городскими школами. Я очень благодарна еще раз, я хочу вас поцеловать и подарить вам вот такой большой букет. Ну, небольшой, он очень сложный. Он всегда красиво, у вас, я не знаю, вы ангел. И для вашей красоты, Спасибо, уважаемые коллеги. Мария Сергеевна, оставайтесь на месте, буду спешить поздравить Сергея Вайнагашина. Буквально да, Мария Сергеевна сіздерді слушаем правильно үшін сіздерге біз қазір тарапек замно. Мен күміс вот именно танк деп загласақ устно. Смотрите, вот сейчас происходит очень такой интересный момент. И вот только что прошло буквально небольшое количество времени, час, да, 1,5 часа, произошло знаменательное такое событие. Вы знаете что? Ушло уже какое-то время. Это время, оно пока небольшое. Мы здесь сидим, я себя хочу так обозначить, как хранитель времени. Вы знаете, оно укладывается в гигабайты пока. И у нас этой профессии, некоторые это говорят, банально, что это видеооператоры, на самом деле они хранители времени. Дело в том, что это время, оно сохранено навсегда. Эти люди вас будут упоминать. Вы вот это время с собой заполнили. Вы это время заполните вот этими замечательными ребятишками, вот этими зрителями, самим собой. Придете домой, будете смотреть, пройдет 10 лет, будете смотреть, пройдет 50 лет, вас будут смотреть через 100 лет, через 1000 лет. Я вам даю видеосъемку этого времени. Добрый вечер. Это неизвестная бабушка. Представиться хочу. Я бабушка Качакова Рома, которая занимается 2-й год всего. 4 класс учится. Мы дома его шантажируем. Говорим, если ты полы не вымоешь, не пойдешь в музыкальную школу к Марии Сергеевне. Все делается мигом дома. Это я сейчас с вами, насколько он любит вашу школу. И, знаете, вчера мы не успевали, на машине подъехали. И он даже в машине сидит, играет. Это же с ума может сойти. Как ваши преподаватели, ваши нет. И еще Чатлан тоже хорошо играет. Я очень вам с таким чувством отношусь к педагогу, и извините, педагог, если ребенок сам может понимать, это вообще, что скажешь? Он меня зовут Афина, я говорю, а меня очень вам. Дорогие друзья, настало время пригласить на сцену наш замечательный оркестр народных инструментов. Ребята, проходим, не стесняемся. Проходите. Я хочу сказать, что оркестр образовался буквально накануне межрегионального конкурса, который прошел в апреле. И вот во время каникул дети не отдыхали. И нас уже заведующая Оксана Владимировна говорит, да вы уйдете отсюда, все работаем и работаем, уже нас не выгоняем. Благодаря Марии Сергеевне, конечно, программу они сделали очень разнообразную, интересную. Я думаю, что нам очень понравится.
И вот на конкурсе высокопрофессиональное жюри достойно оценили и присудили оркестру первое место среди национальных оркестров. Ну что ж, я приглашаю с большим огромным удовольствием на сцену руководителя и дирижера оркестра Марию Сергеевну Сахникову. Евгений Улубашев. Праздничная.
алтайских табущиков. Слова Михаила Гречичакова «Счастлив им». Осенний день. Алленавый щелк.
великолепный концерт сегодня. Наша Мария Сергеевна, вы подарили нам радость, солнечный, прекрасный. И какие у вас талантливые дети. Мне кажется, что бездарный, посредственный педагог не воспитает таких талантливых музыкантов, таких талантливых учеников. Спасибо, Мария Сергеевна, вы прославили наш род Таганова. Мне кажется, талант и вклад Марии Сергеевны в музыкальную культуру Хакасии еще до конца не оценен. Я думаю, что республика наша, правительство оценит Марию Сергеевну. Сегодня очень наши уши полоскали слова Любовь Иосифовна. Она сказала, что доведет это и что получит Мария Сергеевна российское звание. Любовь Иосифовна не бросает слова на ветер. Хватит ее ума, таланта, ее энергии, ее авторитета действительно пробить вот это звание российское, а мы будем радоваться. А знаете, сегодня не отметили только одну сторону Марии Сергеевны, как человека не отметили. Она, знаете, такой добрейший человек, все бедняки находят у нее приют. Вот. Я у нее была, надо, говорит, послать перевод Новосибирск. Я говорю, кому там? А у меня там ученица, ей помогать некому, надо поддержать. Вот такая, всем она помогает. И главное, она же не в хоромах живет. Я говорю, Мария Сергеевна, почему ты разрешаешь у себя жить? У тебя, говорю, как не придешь, как в общежитие. Она говорит, Мария Сергеевна, надо же, говорит, надо поддерживать. И причем я не говорю о родственниках, близких. Из деревни просто приезжают земляки, односельчане, не останавливаются они. И вот такая у нас щедрая, человек большой души Мария Сергеевна. И знаете, она абсолютно себя не бережет. Машенька, береги себя. Жизнь быстро проходит. Ты должна еще жить для внуков, для правнуков, чтобы ты тоже им что-то дала хорошее, полезное, позитивные дала. Не только нам, всем другим. Ты живи еще для своих близких, родных, для дочери живи. Здоровья тебе, счастья, благополучия, чтобы всегда тебя окружала вот эта такая атмосфера радостная, чтобы светлая музыка тебя сопровождала, песни, мелодия родной земли тебя сопровождали. Спасибо тебе за то, что есть. Спасибо большое. Но сегодня Бамазан узнал все. Спасибо за это. Я хочу так большую благодарность выразить всем, кто пришел сегодня на концерт, всем, кто сумел меня поддержать. И еще я хотела большую благодарность выразить нашей музыкальной школе, администрации нашей школы, которая пригласила в свое время, согласилась со мной, пригласила, говорит, Янгулу Чебадаеву помогать мне вести вокал. Вы заметили, что дети как поют. Пока я, к сожалению, научить не могу. Благодаря тому, что есть Мария Васильевна, которая не только учит детей, но еще и делает все, ведет все наши концерты. Она сама у нас сценарист, она весь юбилей взяла на себя и только полностью
всю программу, я совершенно буквально ничего не знала, что будет и как будет, что детей вы готовили, вы занимаетесь. Поэтому спасибо большое Марии Васильевне, что она со мной рядом и с нашими детьми вместе работает. Я хочу сказать спасибо большое Чекадаеву Серафимовичу, который подставил нам свое плечо, у нас есть мужское свое плечо, и теперь видите, у нас есть помощник. Хотела, чтобы мы обрастали немножко, да, нашими этими коллегами, то, что занимаются национальными инструментами. Но, конечно, большое спасибо хочется моим детям. Всем ученикам огромное спасибо, которые столько слов добрых сказали в мой адрес. Я вам низко кланяюсь. Я рада, что была как-то ваша судьба, что-то я вам дала. Значит, буду этим я жить долго и долго в надежде, я действительно что-то вам дала. Ну, а этим моим детям, которые настоящие, я очень благодарна за то, что они слушаются меня, что они выносят все мои программы, которые мы делаем. Да, и, ну, как бы я на них не ругалась, я их всех люблю. Я их, правда, очень люблю, как своих детей. Так что, родители, не ревнуйте. Я не только не ваши дети, я всегда скажу, вы мои дети. Действительно, ученики становятся настолько родными близкими, потому что у нас индивидуальное обучение. Я с каждым с ним вместе занимаюсь целый час, мы привлекаем. Всяко бывает, и ругаемся, и дружим, и по-хорошему на последнее время заниматься творчеством. Это уже так интересно, когда вы научились. Вы заметили, что в оркестре стоит полностью, вот они сейчас все сидят, это полностью класс. Это полностью класс, это с первого буквально по 7 класс здесь сидят. Хотела бы сказать еще спасибо большое моим уже ученикам, которые закончили, вот, мальчики, они ходят, в прошлом году закончили музыкальную школу, они бросились, они ходят к нам на репетицию сами. Наташенька Мутакоева уже второй год ходит, она вот всегда нам замечательно стала, как дирижер под ее руководством, они все вместе чертизыки всегда выступают. Хотела, чтобы они как молодежи были с нами, конечно, но дети. Жизнь идет вперед, они кончают, школу ходят, потом уезжают, поступают дальше учиться. Я пытаюсь их научить, хорошему, я надеюсь. Действительно, трудолюбие я пытаюсь их научить, вот как это использовать. Учу их в какой-то мере выходить на сцену, держаться на сцене, любить музыку. Потому что кроме работы, которая у меня будет все равно что-то такое, что должно быть для души. Я в любое время могу взять, поиграть, попеть. У них хоть, если у вас уши другие, ваша голова другая, вы слышите всю музыку. Поэтому очень стараюсь работать. Буду, сколько смогу, дальше работать. Спасибо вам всем.
Я говорю, всем почему нет? Все правда, все правда. Что в деревне не было школы музыкальной, что 6 лет училище, учила, что делать. Да. Ну, это ладно, я себе устроила праздник. Надо много за детей устроила, эксплуатировала. Спасибо. Ну, ничего, я рада, если это спасибо. Ну, Славочка не красавица. Я сказала детям, но Да, давайте инструменты сделаем. Так, Мария Сергеевна. Концерт нам срочный, вот иногда можно Ну, Юра же собирается. А я успела, я стала. И что? Рядом с ней подпрыгивать надо. Так, ладно, я пошла. Саня, Сань, Саша.